твердым покрытием, да, асфальтовой дороги. В советское время мы не знали об этом, кроме Сыктывкара фактически, в деревне, Кировский район, было направление. Даже когда я уже учился, был студентом, ездили мы на автобусе по грунтовым дорогам. Народу много, едут, полный автобус, на одной ноге стоишь в автобусе, да, там автобус прямо в лужу влезает, в грязь и так далее. Да, действительно, дороги были такие, но тем не менее жизнь кипела в сельских населенных пунктах, и лесопункт работал, и колхоз, и Газпромхоз тогда, Нившевский, вот, таким образом. Далее, когда было половодье, можно было ездить на теплоходе «Заря». Наверное, многие еще ездили. Речной флот 60-е, 70-е годы активно еще работал, и даже по Сысоле, по Вычегде, вот, выезжали и на Заре. И кроме этого, нам повезло, наверное, этому поколению, что мы очень часто еще летали на самолетах. Да? Ан-2, который летал во многие населенные пункты для того, чтобы прилететь из Сыктывкара до Нившеры. Здесь мы садились, потом самолет садился в Карткеросе, иногда в бок на восток летал до Намска, потом обратно возвращался, садился в Сторожеск, потом мы садились в Богородск, и после Богородска только самолет садился в Нившеру. Как автобус. Как автобус, да-да-да. Ну и там качает, конечно, все это, да, выходило в пакеты, все это. Да. Кто-то очень плохо переносил, но тем не менее это был самый быстрый и самый популярный вид транспорта для того, чтобы ездить из села вот в город. А это не накладно было? Это стоимость была там 2 рубля в один конец, поэтому, но по тем временам нам казалось, что это недорого, 2 рубля, да.